Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Проверка и очистка газовых котлов. Специалисты Сахатранснефтегаза готовятся к зимнему сезону. Свежие овощи к началу зимы. Тепличный комплекс «Саюри» начал перепосадку урожая. Расскажем об этом более подробно. Было немым от рождения. Сегодня в стране отмечается День российского кинематографа. «27 августа в 4 часа утра в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме в поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения через 6 минут открытым огнем горела квартира на первом этаже. Из подъезда эвакуировано 7 человек. В результате пожара погибли 2 человека, огнем повреждена квартира на площади 30 квадратных метров. Причина – виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 15 человек личного состава и 5 единиц техники. За минувшие сутки в Якутии ликвидировали 9 лесных пожаров. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сергей Сивцев. Он также отметил, что было локализовано 4 очага. При этом новых возгораний обнаружено не было. В настоящий момент на территории Якутии действует 46 пожаров, из которых тушится 4. В общей сложности борьбу с огнем ведут 1139 человек, а также 97 единиц техники, в том числе 16 воздушных судов. На сегодня новых пожаров нет. Всего у нас действует 46 пожаров на общей площади 451 тысяч гектар. Это на территории Усьмайского района, Тампонский район, Кобяйский район и Верхневилюйский, Вилюйский и Чурапчинский район. Также у нас на северных территориях Жиганский и Среднеколымский наблюдаются термоточки. Идет по ним тоже работа, ведется наблюдение. Ну, в целом, они достаточно удалены от населенных пунктов. В целом, по действующим пожарам у нас угроз населенным пунктам и объектам экономики на сегодня нет. По одной полосе федеральной трассы Р-504 Колыма открыто движение на 2 участках. Дорожные службы устранили последствия оползней и продолжают держать ситуацию на особом контроле. Ведется круглосуточное дежурство. Напомним, что 2 дня движение на данных участках федеральной автодороги Колыма-Якутск-Магадан было закрыто в связи с размытием дороги. Там из-за ливневых дождей произошел сход сразу нескольких оползней и размыло проезжую часть с протяженностью в 20 метров. Дорожными службами все еще продолжаются восстановительные работы. Задействовано более 20 единиц спецтехники. Сейчас движение открыто для всех видов транспорта. На некоторых участках по объездным путям. Во время выборов депутатов Госдумы РФ применят новые технологии. По словам специалистов, это значительно облегчит работу членов избирательной комиссии и сократит время на обработку документации. Так, например, на участках будет применяться комплекс обработки избирательных бюллетеней, изготовление протоколов с машиночитаемым QR-кодом. Кроме того, еще одно нововведение, которое в этом году будет использовано членами избирательных комиссий, это интерактивный рабочий блокнот. В этом году в нашей республике данное программное обеспечение будет применяться впервые. Ранее его использовали в других регионах на выборах высших должностных лиц. Благодаря этой программе, участковая избирательная комиссия может, в принципе, автоматизировать весь свой рабочий процесс. Это изготовление различных актов, различных форм, уведомлений и прочего. Ну, достаточно большой, на самом деле, с бюрократической точки зрения набор документов, которые участковая избирательная комиссия должна принимать, разрабатывать и так далее. Газовики готовят объекты газового хозяйства к зиме. Так, одним из важнейших аспектов является внутридомовое и внутриквартирное техобслуживание. Поэтому специалисты проводят мероприятия на безопасность эксплуатации газовых оборудований. В частности, газовики проверяют специальным аппаратом целостность газовых котлов, техническим пылесосом очищают внутреннюю часть оборудования. Также осматривают техсоединения газовых сетей. Сейчас Сахатранснефтегаз обслуживает 14 тысяч абонентов частного сектора, а также 33 тысячи многоквартирных домов.
Перед отопительным сезоном необходимо обязательно проверять дымоходы, вентиляционные каналы. И после розжига газового оборудования необходимо проследить за оборудованием. Потому что в это время как бы идет переходный период с теплого на холодный. И может быть, что тяга в дымоходах будет недостаточной для безопасного сжигания природного газа. И обязательно нужно проследить перед первым запуском к отопительному сезону. Новый учебный год для студентов среднеспециальных профессиональных учреждений начнется в традиционном очном формате. В техникумах и колледжах по разным специальностям будут обучаться более 25 тысяч человек, из них 8 тысяч первокурсников. Тем временем учебные заведения прошли проверку готовности к предстоящему учебному году. В 6 учреждениях СПО организовали учебно-производственные мастерские с современным оборудованием. Целью такой работы является качественная подготовка специалистов по ускоренной программе, так как сейчас рынок труда нуждается в квалифицированных кадрах. А таким рабочим специальностям сейчас в республике готовят в 40 учреждениях среднего профессионального образования. Если сегодня у нас социально-экономическое развитие очень быстрым темпом идет, то мы, соответственно, должны такими же быстрыми темпами готовить качественно кадров для них. Вот, допустим, работодатель нуждается в рабочих кадрах порядка 2600, 700 человек, да, то мы раньше готовили всего лишь 25 человек в течение 3 лет, да, по какому-то направлению. То сейчас мы уже по коротким программам с привлечением всего населения в рамках реализации федеральных проектов и так далее, мы уже готовим за короткий промежуток времени качественно и быстро большое количество кадров. Учебный процесс в школах Хангаласского района начнется в очном формате. Школьники приступят к занятиям уже со 2 сентября, а перед этим в День знаний состоятся традиционные линейки, только для первоклассников и выпускников. Для остальных учащихся школьные линейки проведут в дистанционном формате. В этом году в Хангаласском районе в 1 класс отправится 491 ребенок, а к последнему году обучения в средней школе приступят около 300 выпускников. Ну, мы считаем, наше управление образования, что это не компетенция образовательной организации, и такого требования в Хангаласском улусе не будет. Но есть требования обязательной вакцинации работников образования, и мы за этим следим. На сегодня во всех образовательных организациях, если взять среднюю цифру, то вакцинация работников во всех образовательных организациях улуса равняется 87%. Тепличный комплекс «Саюри» начал перепосадку урожая, чтобы получить свежие овощи уже к началу зимы. Сейчас здесь ведутся не только подготовительные работы, но и уход за новыми саженцами. Более подробно в материале Дмитрия Тымырова. Лето для тепличного комплекса «Саюри» – время ремонтных работ. Это не только обновление покрытий, но и переоборудование технического оснащения. Помимо этого, в эти жаркие месяцы здесь провели работы по увеличению комплекса. Строительство завершающего этапа агрокомплекса «Саюри» началось в 2020 году. К существующим 10 блокам добавится сразу 6 блоков, что составит 3,2 гектара общей площади, что позволит, соответственно, выйти на полные производственные показатели по году. Вместе с тем, в эти дни агрономы начали большую работу по перепосадке саженцев, чтобы к началу зимы получить новый урожай. Мы находимся сейчас в тепличном цехе, где у нас растет 5800 растений. Дата высадки начинает плодоносить через 3 месяца. Примерный плановый сбор суточный составляет 1 тонна. Всего же с одного такого цеха можно получить от 2,5 до 3,5 тонн овощей и зелени. Ну, ассортимент нашей продукции известен достаточно широко потребителям Якутии. Это прежде всего огурцы, томаты, около 10 видов зелени различной. В этом году пробовали продавать редис, баклажаны. В целом успешно.
Что касается урожая, то сейчас у нас теплица в летнем периоде, то есть так называемые перепосадки идут, и теплица готовится к поставкам в зимний период, когда будет максимальный пик нашей урожайности. Напомним, тепличный комплекс «Саюри» занимается поставкой свежих овощей не только в столичные продуктовые магазины, но и в улусные, в том числе и северные. Поставки в северные районы, они у нас начинаются, как правило, с наступлением холодов. То есть это ноябрь, декабрь, ну и, соответственно, январь. Вот. В эти периоды мы поставляем около 5-6 тонн нашей продукции в самые северные районы нашей республики. С каждым годом количество выпускаемой продукции неуклонно растет. Так, если в 2019-м урожайность составляла 220 тонн, то уже через год эта цифра достигла 617 тонн. И нынче эту цифру также хотят увеличить. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. 27 августа в России отмечается День российского кино. Праздник профессиональных кинематографистов и поклонников отечественных фильмов. Родоначальниками кино считают братьев Люмьер. Их первый киносеанс прошел в декабре 1895 года в Париже на бульваре Капуцинок. В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была лента «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на Стрежень». Длился первый российский фильм всего 7 минут. Одним из первых полнометражных художественных фильмов, вошедших в Золотой фонд кинематографа, стала советская лента «Броненосец Потемкин». Этот знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна вышел на экраны в 1926 году. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.